Казани в эти дни принимает первый всероссийский молодежный антикоррупционный форум под названием «Про коррупцию просто». Кто они, молодые борцы с коррупцией, что предлагают и как намерены действовать. Добрый день, в эфире программа «Трибуна нового века». И сегодня вся площадка предоставлена участникам этого форума. Для начала представляю наших гостей. Итак, это Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Здравствуйте. Рады видеть вас сегодня здесь у нас в гостях. Алла Абросимова, председатель молодежного правительства Республики Татарстан. Добрый вечер. Равия Бедердиновна Шершак, главный советник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Самой должностью, длинной должностью человек. Добрый вечер. Так, переходим по мою левую сторону. Здесь не менее потрясающие гости. Дина Гайзатуллина, председатель Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации. Добрый вечер. Антон Робертович Тицкий, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Здравствуйте. И Анна Андреевна Захматова, заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан. Добрый вечер. Сегодня в зале активисты молодежных движений из разных регионов страны. Сейчас предлагаю устроить действительно настоящую перекличку, чтобы понять географию и масштаб вот этого потрясающего события, этого первого молодежного антикоррупционного форума. Итак, предлагаю также приветствовать горячо, как и наших гостей. Ульяновская область здесь? Здесь. Воронежская область. Так, соседями оказались. Прекрасно. Красноярский край представители. Здесь их двое. Краснодарский край. Так, прекрасные девушки у нас здесь. Республика Саха-Якутия. Добрый вечер. Чукотский автономный округ. Тоже здесь. Да, практически на Чукотке. Так и Чукотка у нас находится. Сколько часов добирались до Казани? Порядка 15 часов и 2 пересадки. Как самочувствие? Терпимо. Так, может быть, бодро все-таки работать. Спасибо. Так, а также сегодня с нами гости из Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Приветствуем также их. Итак, еще раз добрый вечер всем участникам форума. Мы предлагаем включиться в обсуждение и зрителям нашей программы. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 554-56-10. Вы можете задать свой вопрос участникам форума или, возможно, рассказать о своем решении, как побороть эту коррупцию. Итак, молодежный форум под таким названием и направлением проходит впервые. Он под номером 1. Почему Казань выбрали местом этого проведения? Все-таки, Дина, вам вопрос, потому что, в общем-то, вы инициировали, насколько мне кажется, этот форум. Все правильно? Почему Казань? Все правильно. Где-то около полугода назад нам пришла мысль, что все-таки такой форум нужно организовать. Сразу первая мысль была, что это Республика Татарстан. Мы очень благодарны, что они нас приняли. Это регион, который принимает все пилотные проекты. И, мне кажется, проводят достаточно большую работу. Мы точно знаем, что их багаж по реализации антикоррупционных проектов, к примеру, «Не дать, не взять», уже реализуется больше 10 лет. Но мне кажется, что Алла Абросимова, председатель молодежного правительства Республики Татарстан, об этом расскажет чуть более подробно, потому что все-таки это проект Татарстана. Пока мы просто благодарим регион за то, что нас приняли. Благодарим. Мне кажется, очередной раз аплодисментами. Алла проговорит на эту тему чуть позже. Сейчас все-таки у меня вопрос к Кириллу Викторовичу. Вы несколько лет возглавляете уже Национальный антикоррупционный комитет. Но в свое время, да, вы работали в отделе по борьбе с контрабандой, коррупцией, если не ошибаюсь. То есть знакомы с этой проблемой и как в теории, так и на практике. Вот на ваш взгляд, насколько актуально проведение вот такого форума? Может быть, все-таки это дело правоохранительных органов бороться с коррупцией, а не вообще, дело на самом деле, это общая беда и общая трагедия, и общая проблема. Потому что с коррупцией, с результатами коррупции мы сталкиваемся постоянно. Может быть, не с коррупцией в целом, да, но мы иногда не понимаем ее невидимые последствия. Да, в социальной сфере, в сфере безопасности банальной. Поэтому это общенациональная проблема, поскольку молодое поколение, оно живет по-новому, оно живет новыми технологиями, оно живет новыми понятиями, в конце концов. Да? Оно должно включиться в эту работу, оно желает этого. Если по-нормальному эту энергию не направить в правильное русло, то эта энергия снова вырвется где-то, да, и она будет использована, ей будут манипулировать люди, которые не совсем желают результата борьбы с коррупцией.
Хорошо, а вот почему такой форум? Вот почему именно в формате форума, на ваш взгляд? Ну, Это хорошая наверное, идея? форум это такая площадка, где высказывается мнение эксперта, потому что я не участник молодежного форума, да, я уже вышел из этой Так, категории. вас еще да. и не взяли. Нет, меня позвали в качестве эксперта, да, потому что я, конечно, тронут, вот, но явно уже не попадаю в категорию молодежной. Так, нужно постарше делать. Для нас с вами постарше. Я понял, ну, я достаточно мероприятий. А на самом деле форум, во-первых, когда молодые люди слышат разные позиции, слышат экспертные позиции. Во-вторых, они, обмениваясь опытом, понимают, что есть результаты. Они слышат экспертов и знакомятся между собой. Постепенно это знакомство перерастает в нормальное общение, профессиональное общение. Не только личное, но и профессиональное. Да, я думаю, что это очень полезный формат, его надо развивать. Мы можем впоследствии для власти, для реальной практической работы находить на этих площадках молодых людей. Мы можем находить проекты, даже о которых мы не сразу не задумались, да, в силу определенных обстоятельств, возраста, опять же. Да. Вот. Поэтому, наверное, это правильный формат, правильная позиция. Самое главное, чтобы Татарстан выбран правильно, потому что Татарстан начал противодействие коррупции, формирование коррупционной системы, когда еще закона о противодействии коррупции не было, в начале 2000-х годов. А закон был еще в 2008. И по всем показателям Татарстан входит в небольшое количество лидеров регионов, где коррупционная ситуация является, на самом деле, достаточно такой позитивной, если давать оценку общей коррупционной ситуации. Хорошо, спасибо. Сейчас предлагаю все-таки посмотреть небольшой сюжет о том, чем вы занимаетесь, чем остальные участники занимаются на форуме, какие эмоции, о чем участники говорят. Внимание на экран. Статус мероприятия первый всероссийский подчеркнут дресс-кодом. В основном деловые костюмы. Молодых людей от представителей госорганов так сразу не отличишь. И только редкие яркие вкрапления девушек подчеркивают форум молодежный. Опыт у участников в деле борьбы с коррупцией разный. Кто-то несколько лет проводит и инициирует мероприятия, кто-то подключился совсем недавно. По признанию самих участников, сколько-нибудь серьезная антикоррупционная молодежная политика проводится лишь в нескольких регионах. Уже имеющимся опытом участники будут делиться сразу по нескольким направлениям. Впрочем, с кем бороться, образ коррупционера видится довольно ясно. Одна из целей форума – дать развитие идеям и о результатах рассказать уже через год на следующем Всероссийском форуме. Отлично, увидели здесь знакомые лица и здесь вас там показывали. А сейчас бы я хотела процитировать Владимира Бехтерева, знаменитого ученого, уроженца Елабужского уезда, нашего земляка, можно сказать. Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности в лучших идеалах общественной жизни. То, что касается молодежной политики, мы все понимаем, что вложим сегодня, такое общество получим мы завтра. Мы знаем, что Росмолодежь в этой ситуации, Антон Робертович, скорее поддерживает такую творческую составляющую, как нам казалось. Это такое мероприятие достаточно серьезного воспитательного характера. Почему поддержали? Я позволю с вами не согласиться немного, потому что, безусловно, мы поддерживаем и творческую молодежь в том числе, потому что Федеральное агентство по делам молодежи ставит для себя задачи развития молодого человека, девушки всесторонне. Человек должен развиваться, становиться полноценным гражданином, который будет помогать развиваться нашей стране, меняться к лучшему и расти. Поэтому направление творчества – это одна из всего лишь частей того, что мы делаем. Потому что все, чем занимается молодежь, все, чем живет молодежь, все, с чем связано развитие молодого человека, это все наша работа, это все, с чем мы взаимодействуем и стараемся помочь. Ну, как форум? Первое впечатление. Я скажу, наверное, может быть, такие лестные слова для коллеги, которая стоит справа, но в целом площадка проведения Татарстана и работа Министерства молодежи Татарстана – это не то, что очень высокий уровень, это такой пример, когда его можно пакетировать, и передавать другим субъектам, показывать, как нужно. Да, на моменте франшизы, но я думаю, что коллеги будут делать это абсолютно бесплатно и готовы делиться опытом. Я знаю, что контакты между министерствами, которые мы
с которыми мы взаимодействуем, с нашими коллегами, они плотно взаимодействуют и между собой, Татарстан делится. И пример того, что вот такой успешный форум получилось провести здесь, это же не разовая какая-то акция, это долгая, кропотливая работа, которую ведет министр. Это понятно, что есть акции по противодействию коррупции, которые из года в год проходят на территории республики, и они пользуются не только социальным одобрением, они вовлекают много молодежи, это более 25 тысяч молодых ребят, жителей республики, участвуют в проектах, которые реализует Министерство молодежи. Это очевидно, что первое лицо в республике оказывает большое содействие молодежной политике и делает на этом акцент, потому что без внимания руководства регионального, целого, одно министерство не может сделать такой качественный результат. Поэтому это целый комплекс, и я хочу только сказать слова благодарности за то, что стал участником этого форума. То есть вас взяли? Вы знаете, мы часто с коллегой вступаем в небольшие дискуссии касательно того, что я считаю, вне зависимости от возраста, статуса и так далее, побывав здесь, мы уже являемся участниками этого форума, и пообщавшись с ребятами разных возрастов и разных регионов, мы, безусловно, ощутили себя частичкой этого форума и обменялись с ними информацией, узнали что-то новое, поэтому не только участники получают информацию, но и спикеры, безусловно, чему-то учатся. И молодеют в том числе. Равия Бездрединовна, подскажите, пожалуйста, для вашего ведомства, что означает этот форум и чего вы ждете от молодежи? Неужели действительно вы уверены, что будут определенные решения, какие-то программные решения, заявления, действия, что? Да, конечно, мы ждем очень много от настоящего форума. Татарстан у нас реализует антикоррупционную политику уже более 15 лет. И основной упор в этой работе мы делаем на профилактику коррупции. И, естественно, самую главную роль в этом у нас занимает молодежь. Только, вот вдумайтесь, только в 2019 году мы провели более 100 мероприятий крупных с охватом 26 тысяч молодых людей. Серьезные цифры, серьезная работа. Естественно, вот когда было предложено молодежи провести вот такой форум, несмотря на то, что мы еще 6 декабря провели республиканский молодежный антикоррупционный форум, и все-таки решили, да, есть Татарстану чем делиться, есть возможность у нас транслировать наш опыт, и есть необходимость получить опыт других республик, регионов. И поэтому мы пригласили в гости именно в Казань, Татарстан, и президентом было поддержано проведение настоящего форума. Я думаю, что уже вот двухдневная работа у нас нашего форума показала о том, что действительно и в других регионах есть очень интересные проекты, которые бы Татарстан успешно бы применила, да. Хорошо, спасибо, Равия Бездрединовна. У меня еще вопрос Дине Гайзатуллиной. Как инициатору проведения форума, на площадках вы собрали примерно 140 человек, если я не ошибаюсь, а заявок было больше 500, насколько я помню. Вообще, что знают все участники о коррупции? Они имеют какое-то отношение к подобным движениям? Да, действительно, 140 участников, это 70 регионов, изначально было 548 заявок. Ну, как отбирали? Это был достаточно длительный отбор. Эксперты проводили, значит, анализ тех предложений и мнений, которые они дают. Это были и видеоролики, и это была многоступенчатая система. Но самое интересное, что кто-то из них имеет минимальный опыт и только начал проводить эту работу. У кого-то уже достаточно большой бэкграунд, как у Татарстана, Воронежа, Ульяновска и нескольких других регионов. А кто-то просто предложил интересную идею. И когда мы уже встретились здесь, вот буквально за эти 1,5-2 дня, это уже родилось в общую коллаборацию, в какие-то новые группы, новые идеи, проекты. И отвечая на ваш, наверное, предыдущий вопрос, я уверена, что этому будет продолжение, и причем и в письменном, и в прикладном, применительном виде. Какой возраст участников? Вот примерно средний? Или вилка такая? От 18 до 30. От 18 до 30. Да. Так, опять не попало. Ладно, мы провели небольшой опрос на улице среди молодых людей. Вопрос звучал так. Сталкивались ли они с проявлениями коррупции в своей жизни? И как себе представляют, что такое коррупционер? Давайте посмотрим. Мне кажется, будет интересно.
Нет, не сталкивалась пока еще. Вы предполагаете, что это может произойти? Ну, возможно, Где, в какой сфере? в сфере бизнеса, наверное. С коррупцией сталкивался. Ну, не я лично, но видел. Инспектор ГАИ. Не сталкивался ни разу, честно говоря. Но много знаю про это, и то, что есть такая проблема в нашем государстве. Я никогда не сталкивалась вообще. Единственное, это по рассказам, когда кто-то говорит, что вот купил там экзамен или что такое, но сам лично нет. И, мне никогда не предлагали, типа, вот, купи или что-то такое. Не было прямых каких-то столкновений. Я с проявлением коррупции не сталкивался, вообще держусь подальше от этого всего. Вот, но наслышан. Так как я студент, наслышан о взятках преподавателей, но там, где я учусь, взяток не брал никто, я не предлагал, и от своих одногруппников я тоже не слышал этого. Нет, не сталкивался. Коррупционер, он жирненький, пухленький такой, наверное, упитанный. Я считаю так. Обыкновенный человек может быть, любой. Обычные люди могут быть, не обязательно. То есть на низшем уровне, на высоком, на государственном, везде. Зрительно, я думаю, нет. Я думаю, что это выясняется в течение общения с ним. Беспринципный. Они же скрываются и не показывают свои истинные качества, возможно. И знаешь, чем это чревато? На первый взгляд точно нет. Поэтому не могу точно сказать. Это проявляется при близком общении, если есть еще какое-то влияние, например, взаимное. То есть если с человеком ты никак не взаимодействуешь близко, то вряд ли можно выявить. Я не могу отличить коррупционера от некоррупционера. Коррупционер, наверное, не самый хороший человек, наверное. Эгоистичный. Не знаю. С моей точки зрения, взятка — это как будто тебе человек унижает, он думает, что ты продаешься. Но я не продаюсь, поэтому я не возьму. Интересные, да, блицы получились? Мне кажется, интересные. Не знаю, то, что мне запомнилось: жирный, пухленький, беспринципный, скрывающийся. И вот последний, да, молодой человек, который... Да, я не продаюсь. Это очень хорошая история. Да, прекрасно. И у него в ВУЗе взятки не берут. Это же тоже здорово, понимаете? Это прекрасно, да. Есть такое место. Сейчас вопрос все-таки к Риве Безердиновне. Ваше подразделение во многом разрабатывает антикоррупционную политику в Татарстане. Вот каково ваше мнение? Ожидали вы такие ответы? Да, в принципе, да. Но, как мы слышим, в основном ребята говорят о том, что у них личного опыта нет. То есть они говорят, воспроизводят или услышаны по телевидению, или где-то от родственников, знакомых. И поэтому в данном случае это для нас не ново. На самом деле, когда вот мы проводим исследования, тоже в основном люди говорят о том, что они лично не сталкивались, а только воспроизводят уже услышанные где-то на стороне. Хорошо, спасибо. Сейчас вопрос такого личностного, скажем так, характера. Кто может ответить, может спокойно поднимать руки из зала. Почему вы лично выбрали именно такое направление своей общественной деятельности? Почему борьба с коррупцией? Почему антикоррупционная политика? Я все-таки предлагаю Кирилл Пахотин, координатор Ассоциации молодежных правительств по Центральному федеральному округу. Он представляет Воронеж. Вы сначала ответите ему. Может быть, еще у кого-то будет своя точка зрения. Почему вы пришли? Добрый вечер. На самом деле, я считаю, что вопрос риторический. Каждый из нас, все люди, которые здесь собрались, своей главной целью считают, наверное, то, чтобы сделать свою страну лучше. А коррупция, наверное, это одна из тех проблем, которая в первую очередь как раз подталкивает именно к ее решению. Потому что, я думаю, опять же, каждый со мной согласится, что для того, чтобы стала страна лучше, нужны хорошие специалисты. А для того, чтобы эти специалисты были, они должны в первую очередь учиться. Да? Я занимаюсь коррупцией, профилактикой коррупции именно в молодежной среде. И, соответственно, первая моя целевая аудитория – это студенты. Проблема у студентов в плане коррупции следующая. Да? То, что ни для кого не секрет, есть там где-то возможности купить диплом, купить какой-то экзамен и так далее и тому подобное. Соответственно, если люди будут покупать образование, никакого просвещения, никакого вообще, в принципе, страна лучше от этого не станет, без хороших специалистов. Соответственно, я занимаюсь по зову души, можно так сказать. Кто-то еще хочет ответить, почему он пришел именно в антикоррупционное движение? Да, представьтесь сначала, и какой регион вы представляете? Самара, зовут меня Фаздин. Так. Я представляю ассоциацию иностранного совета Самарского университета. Итак, есть одна цитата, что коррупция – это болезнь, которая
вылечить невозможно таблеткой. Нужно какое-то комплексное решение. Приезжают к нам иностранцы. У нас более 7 тысяч иностранцев учатся в нашем вузе. И видя все это в обществе коррумпированно, они думают, что это норма для нас. Думают, что так и должно быть, и никто ничего не меняет. Нужно изначально, когда только что они приехали, привить иммунитет от коррупции. То есть вы делаете прививки? Да, тренинги, фактически. игры разные. Именно из-за этого стоит заниматься этой деятельностью, чтобы другие как-то знали, что есть другие решения этой задачи, а не только деньги. Ну, здорово. Прекрасная позиция. Еще так, Краснодарский край. Краснодар, Юлия Красникова. Краснодар, тут путаю рядом, да. Мы дружим регионами. Как вас зовут? Юлия Красникова, Краснодар. На самом деле пришло понимание, что коррупция — это не что-то отдельное, это не отдельная игра кого-либо, и ты выбираешь, играешь ты или нет по этим правилам, начинаешь понимать, что это часть общества, в котором ты живешь. И поэтому ты можешь быть косвенно причастен к каким-то ситуациям, ты можешь пострадать не принимая никаких взяток, ничего не давая, то есть и позиция, что я нахожусь с какой-то стороны и не прикасаюсь к подобным вещам, она не освобождает от последствий. Поэтому есть интерес, особенно нашего региона, разрабатывать, анализировать эту тему, поэтому мы здесь, чтобы обмениваться практиками и получать опыт. Хорошо, спасибо. Кирилл Викторович, вот все-таки вы уже примерно немножко ответили, наверное, на этот вопрос. Вот такие борцы юные, такие юные лица у этих борцов. Может быть, им все-таки стоит больше думать об учебе, карьере, зарплате, создании семьи, чем они об этом и думают. Они об этом и думают. Так. Они думают о нормальной карьере, нормальном процессе регенерации элиты. Не кумовство, не за деньги, а нормальный профессиональный подход. Они думают о том, чтобы жить в нормальных социальных условиях, да, о нормальных семьях, о нормальном здравоохранении, да, о безопасном обществе. То есть поэтому ну, знаете, для того, чтобы не болеть дома, надо начать с чистоты просто, банально. Вынести надо мусор. Вот они собираются вынести мусор, потому что этот мусор у нас накопился с 91 года. А может быть даже раньше. Потому что ситуация развала Советского Союза, она была в том числе связана с коррупцией. Поэтому вот этот мусор накопился, его нужно выбросить. Понятно, что тараканы еще долго останутся, их надо выводить, потому что они ловкие ребята. Но этим должны заниматься правоохранители. А самое главное, не создавать условия для тараканов. Надо все это вот вычищать, и просто ребята хотят делать профессионально. Научиться пользоваться совком, веником. Да, для того, просто и понять, какие инструментарии существуют. И это очень хорошо. То есть от игры, от детства, когда вы говорите, что вот юный, я в специальное подразделение госбезопасности пришел в 23 года. Да, поэтому я не считаю, что это... Они же взрослые совершенно половозрелые люди, да, с остающимся сознанием. Мы слышим, да? Поэтому вот они готовы создавать семьи, но вопрос такой, в каких условиях будут жить их дети. Как и мы всегда говорили, что мы защищаем своих детей. Прежде всего. Наша страна – это наши дети. Наши близкие. Да? Вот это наша основная задача. Хорошо, спасибо. Теперь хотела задать вопрос нашим гостям из-за рубежа. Что вот вы хотите для себя забрать из работы форума? Что уже услышали, увидели? Вот какие первые впечатления? Валерия, да, у нас Молдова? Да. Валерия, Республика Молдова. Вы знаете, здесь прозвучало огромное количество идей, видения на тему борьбы с коррупцией. Но я считаю, что, к примеру, если взять наше государство, да, у нас происходит совсем иначе борьба с коррупцией. То есть, во-первых, у нас курирует это Центр по борьбе с коррупцией. То есть, если в России это совещательные органы, у нас это как отдельное ведомство идет. Вот. А что касается молодежной среды, у нас, к сожалению, пока что еще не внедрена какая-то система или проекты, какие-то идеи для того, чтобы искоренить коррупцию даже в студенческой среде. Да? Поэтому я, наверное, и здесь, конечно, для того, чтобы быть открытой к сотрудничеству и перенять этот опыт от коллег. Поскольку у нас страна такая небольшая, да, но у нас все-таки коррупция в той или иной мере она есть, и с ней нужно и следует бороться. Хорошо, спасибо. Кто дальше? Олег?
Давайте, Олег. Добрый вечер, Дикун Олег, Республика Беларусь. На самом деле здорово, что проходит такое мероприятие. Большое спасибо Ассоциации молодежных правительств России за то, что организовали такую площадку, что пригласили. Большое спасибо Республике Татарстан, что приняли такую площадку, приняли всех ребят из регионов России и из других стран. Очень интересно пообщаться со своими, можно сказать, коллегами, да, узнать, какой опыт есть в других регионах, где-то перенять. Если говорить о борьбе с коррупцией в Республике Беларусь, то, в принципе, у нас выстроен достаточно хорошем, высоком уровне, да, но в целом можно коррупцию сравнить с болезнью, потому что ее можно удалить либо хирургическим путем, да, либо привести какие-то превентивные меры, потому что зачастую человек, который случайно оказался втянут в этот процесс, он не понимает, что он совершил действие коррупционного направления. Да? И именно про это надо говорить с молодежи. И вот, в частности, наша общественная объединение, наша общественная организация занимается этой работой, рассказывает молодежи все-таки, что такое коррупция, да? А все остальные уже факторы, это уже дело государственных органов. Хорошо, предлагаю сейчас передать микрофон Мураджону, представляет Узбекистан. Мураджон, как у вас, да, и что вы у себя уже на форуме увидели полезного? Республика Узбекистан, Мураджон. У нас очень много проводится таких мероприятий молодежных. Мы против коррупции. И конкурс плакатов, и много чего делается для молодежи. И хочу еще поблагодарить Ассоциацию молодежных правительств за приглашение. Думаю, этот форум пойдет нам на пользу, и мы будем перенять опыт наших коллег. Хорошо, спасибо. А сейчас все-таки наступает время, что Кирилл Викторович у нас сегодня очень торопится. Я хочу задать еще один вопрос, прежде чем уйти на рекламу и проводить Кирилла Викторовича. Как вы считаете, вот может все-таки все остаться на бумаге? Или все-таки уже действительно есть какие-то идеи, которые вы уже увозите и понимаете, что их надо реализовывать? Вы их услышали, увидели? Конечно, идеи есть. Конечно, какие-то вопросы будут реализованы. Надеюсь, что большая часть тех разумных идей, которые здесь были сформулированы, они будут реализованы, в том числе больше на площадках Татарстана, а потом будет тиражироваться по всей России. Во всяком случае, мы, с своей стороны, проведем соответствующие консультации и с администрацией президента, и с Генеральной прокуратурой, да, в ближайшее время. Потому что, чтобы поддержать ребят и как-то уйти в практическую плоскость. Хорошо, спасибо, Кирилл Викторович, что были участником нашей сегодняшней программы. Счастливого вам перелета, всего самого доброго, главное, не болеть. Спасибо вам, тоже не болеть всем, да. Да, хорошо. А мы уходим пока на рекламу, не переключайтесь. Далее продолжим программу «Трибуна нового века». Итак, это «Трибуна нового века». Сегодня мы здесь принимаем участников первого Всероссийского молодежного антикоррупционного форума под названием «Про коррупцию». Просто участники форума здесь, гости здесь, и мы продолжаем разговаривать на эту тему. Подключайтесь к нашей беседе. Мы работаем в прямом эфире, телефон 554-56-10. Но у меня же такая приятная новость, может быть, конечно, не сегодняшняя. Сегодня мало вообще приятных новостей, вообще неделя такая сложная. По итогам рейтинга регионов по реализации молодежной политики Татарстан занял первое место, оценивали по 85 критериям, по-моему, да, от активности самой молодежи до тех условий, которые создаются в республике. Вот какие, Анна Андреевна, направления вы бы подчеркнули как приоритетные, и какая там связь с коррупцией, ну, я имею в виду по профилактике, да, то есть какая взаимосвязь между этими проектами и профилактикой коррупции в этом направлении? Ну, при принятии решения никаких коррупционных составляющих не было замечено, действительно, нас оценили по 85 критериям. Но в первую очередь, конечно, для нас приоритетное направление – это создание условий для самореализации молодежи. Что исключает коррупционную составляющую, да. Потому что чем больше мы говорим о тех реальных возможностях, которые мы создаем для нашей молодежи, когда мы говорим о том, что все доступно для тебя и без коррупционной составляющей, и без кумовства, то молодежь подхватывает и реализует себя. Если мы говорим про те проекты, которые уже реализуются не первый год, это как социальные лифты, это и кадровый резерв, или и участие возможность принять участие в работе молодежного парламента, это все дает возможность молодежи быть услышанной. И это самое главное, чего нам удалось добиться в этом году, мы считаем. Ну и, конечно же, я соглашусь с вами, все это поддержка руководства республики. Мы можем тиражировать наши практики сколько угодно, но своего президента Рустама Нургалиевича Минниханова мы не сможем тиражировать, а это главный компонент составления успеха в реализации и молодежной политики в том числе. Потому что все те инициативы, которые молодежь высказывает, Министерство молодежи слышит, мы их, так скажем, обобщаем и потом даем возможность реализовывать. В прошлом году мы провели ряд встреч в формате 14:30.
это прямое общение с нашей молодежью, объехали все муниципальные образования. И, вы знаете, самый главный запрос был от молодежи, если уж мы говорим про антикоррупцию, так это как раз-таки честность и справедливость. Это для нас было тоже очень хороший запрос. И как вы видите, здесь я тоже поддерживаю гостя из Воронежа, что основной посыл, основной запрос от молодежи – это быть востребованным, быть нужным в своем регионе, в своей стране. А для того, чтобы реализоваться, должны быть созданы условия. Вот по итогам прошлого года нас оценили, что мы правильные условия создаем для реализации молодежи. Ну, действительно, Республика Татарстан на молодежную политику денег не жалеет. Антон Робич что-то хотел добавить, да? Я говорю о том, что тиражировать как раз и нужно вот тот формат работы, который вы выстроили. Потому что, ну, скажем так, таких примеров, да, они, безусловно, есть положительные, да, по стране. Но Татарстан – это один из лучших примеров работы в сфере молодежной политики. И то, что ассоциация проводит именно здесь этот форум, который, я уверен, мы будем поддерживать и будем его тоже тиражировать на все пространство Российской Федерации, это тоже большой показатель, потому что вот приложение сил и руководства республики, и молодых ребят, и молодых специалистов, которые работают в министерстве, они и рождают вот такие прекрасные проекты. И, конечно, спасибо вам за инициативу. Спасибо большое. Мне кажется, еще молодцы, да, и участники форума, потому что, представляете, на такой форум приехать со всех концов России, из-за рубежа, да. Да, и вы задавали вопрос, почему такой формат. Мы очень долго думали, в каком же формате проводить первый форум, да, и мы решили сильно там ничего не надумывать, а просто создать площадку, платформу для общения и для обмена практик, потому что это было живой, вот все сидят, кивают, да, потому что это была действительно живая площадка для обмена практик, для передачи о том, как у вас это происходит, а как у нас это происходит. И была экспертная оценка, потому что было привлечено очень много экспертов, которые, представители органов федеральных властей, посмотрели, что инициативы молодежи, их можно действительно упаковывать и потом тиражировать в другие субъекты. Быть услышанными. Конечно, конечно. Быть услышанными, это востребованность. Еще раз все-таки добавлю, что Татарстан действительно на молодежную политику денег не жалеет. Больше доля республиканский бюджет, да, средства местных бюджетов. Общественных организаций в Татарстане более 100. Они могут рассчитывать на определенные гранты. Они могут со своим проектом пройти обучение. Я понимаю, что в секции была, да, социальные лифты на форуме, да, который работал. Дина, да, вот вам вопрос еще как раз про проект молодежный, про кадры. Кто там может взлететь и кто там может поучаствовать? Ассоциация всегда проводила работу по представлению возможности пройти стажировки, но, как правило, это было точечно и в регионах. Тут мы решили эту работу объединить, сделать ее системной на онлайн-платформе с понятными экспертами, с понятной системой отбора и прохождения стажировок. И теперь не только в регионах, но и в федеральных органах исполнительной власти. Конечно, мы получили колоссальный отклик, огромное количество заявок. Ребята прошли финал стажировки в Москве. И, конечно, направленность была на то, что ребята вернутся в регионы и будут транслировать тот федеральный опыт, который они получили. Но некоторые руководители федеральных структур пригласили ребят на работу, некоторые все-таки вернулись и получили обратную связь в регионе. Кто-то получил место капитана-майора, кто-то получил повышение, различные, да, ну то есть каждый из себя смог проявить. Причем самое интересное, самое приятное лично для меня, да, что является положительным фидбэком, что когда мы, допустим, в Федеральной службе исполнения наказаний принимали как раз-таки и передавали руководству этих ребят на стажировки, они просто были настолько благодарны, потому что нет системы инструмента, как они могут туда попасть из любого из региона, да, вот именно пройти стажировку и вернуться к себе в регион и там уже продолжать работу. Поэтому мы планируем тиражировать, транслировать и продолжать эту работу. Но и самое главное, что это все-таки социальные лифты, они открыты, вы можете подать онлайн-заявку, любой может туда попасть. Ну, у нас даже есть, по-моему, тот, кто туда попал, да, у нас с нами Алла Абросимова, председатель молодежного правительства. Значит, в свои 22 года, вы в том возрасте еще, когда его не скрывают, это мне можно, вы, значит, занимаете такой высокий пост. Мы уже с вами как-то разговаривали о портфеле, что он у вас не розовый, просто чуть поменьше. Вот как вы получили свой портфель и откуда вы взлетели, как удалось? Действительно, я, наверное, тот самый, без ложной скромности, тот самый пример успешного социального лифта в Республике Татарстан. Я родилась в Лаишевском районе, переехав в город, закончила школу с золотой медалью, университет с красным дипломом. Несколько лет сама возглавляла антикоррупционное движение под названием «Не дать, не взять», которое общее республиканское. Потом вошла в состав
состав молодежного правительства на должности секретаря, и через небольшое время плодотворной, упорной работы мне доверили должность председателя. То есть здесь без какого-либо кумовства, без пап и мам, своими силами, своим трудом, при поддержке коллег и наставников всего можно добиться самостоятельно. Председатель правительства. Вы сталкивались с кумовством? К счастью, нет. Кум в семье есть, вот но кумовства нет. Вот как ребята говорили о том, что, к сожалению, вот этот образ, который существует, когда люди не сталкивались, но у них есть представление, что такое вот бывает. Хотя, в принципе, мы шаги к тому, чтобы это искоренять, делаем, и они достаточно эффективны. Мне, кстати, сегодня даже слово «кумовство» слышать уже, мне кажется, оно потихоньку уходит из нашего лексикона, да, из оборота. В каком регионе есть похожие практики в кадровой политике, социальные лифты? Есть кому рассказать? Проект про кадры. То есть проект про кадры теперь для всех. Я еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 554-56-10. Звоните. Также на почту программы поступают сообщения. Вы тоже видите, наши телезрители их могут видеть на экране. У нас еще есть ряд проектов в Татарстане, которые реализованы. Анна Андреевна, вопрос, наверное, к вам здесь. Есть ли такая статистика? Кадровый резерв, Академия творческой молодежи, Движение вверх, Политзавод. Вот сколько ребят прошло через эти проекты? Какой процент реализовали себя в той или иной области? Есть ли такая статистика? Нет ли тут некого все-таки элемента игры, такой... галочки. Вот я прошел, там в резюме, в портфолио такая галочка красиво появилась. Каждый молодой человек оценивает свои возможности. Кто-то играя, а кто-то действительно выстраивая свою карьерную, так скажем, лестницу. Но если мы говорим про те проекты, которые вы обозначили, более 1000 человек ежегодно проходят через все данные проекты. Говорить, успешный ли кто успешен, ну а как мы можем оценить, что такое успех и что такое успешный человек? Если я задам вопрос, сколько сейчас в зале находится выпускников кадрового резерва, сколько кадровиков? Ого! Вот. И вы знаете... Так, Дина тоже является выпускником кадрового резерва. Это не значит, что в дальнейшем все увидят себя в органах госвласти, либо в каких-либо структурах. Но каждый будет успешен в своем направлении. У нас очень много есть ребят, которые попробовали, они понимают всю эту систему, но реализовали себя как творческая личность, либо в каких-то некоммерческих организациях. Поэтому мы работаем с молодежью, показывая весь спектр реализации своих возможностей. И действительно, вот проект «Кадровый резерв» для нас, как для чиновников, это некий инструментарий подготовки специальной молодежи для службы, потому что служение и муниципальное служение, и госслужение – это немножко другой подход к своей работе. Хорошее слово «служение», да? Да, я его очень люблю. Вот не госслужба, а служение. Не служба, а служение, да. Из кадрового резерва сейчас были из регионов, да? Кто готов высказаться, как прошли кадровый резерв? Кадровый резерв, он проводится у нас только в Республике Татарстан, но есть. А у вас свои, да, кадровый резерв? Я правильно понимаю? Так, нет. Нет, не совсем. Там как-то проект «Кадровый резерв» – это наш проект, республиканский проект. Вот просто поднимали руки. У вас тоже существует какая кадровая политика, что вы можете попасть на госслужбу, пройти определенные стажировки? Есть ли такое в регионе? Так, представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Катя, я родом из Набережных Челнов, в этом году только переехала в Казань. Так. Я хотела бы сказать большое спасибо, в принципе, Министерству молодежи за поддержку всех инициатив молодежи. Я сама прошла кадровый резерв в прошлом году, и это действительно потрясающая площадка для самореализации, так как я учусь на технической специальности в КНИТУ КАИ, и параллельно могу заниматься социальной работой с молодежью. Я сейчас работаю в Академии творческой молодежи, и то есть это мой социальный лифт, как бы. Я, будучи на первом курсе, нашла себя. Гуманитарии. Мы поэтому и говорим, что помимо основного образования, помимо получения своей профессии, в студенческие годы это возможность получения различного спектра каких-то навыков. И вот навыки коммуникации, навыки, так скажем, выстраивания отношений с госвластью, это как раз-таки и есть то направление, в котором работает Министерство по делам молодежи. Если мы говорим про антикоррупционное воспитание, то я все-таки люблю другой термин, это правовое воспитание молодежи, на что мы делаем акцент. Потому что коррупция зачастую у молодежи возникает тогда, когда они не знают другого решения. Ну вот, например, возьмем вопрос по получению там зачета или экзамена. Кто-то там старший сказал, что можно где-то что-то как-то решить. И вот начинает тогда делать акцент на том, как бы вот решить этот вопрос. А ведь вопрос решается очень просто. Нужно просто посещать лекции, учить дисциплину, подготовиться и сдать экзамен.
Вот именно в этом направлении мы ведем свою работу, потому что с молодежью по-простому, просто о коррупции мы рассказываем иные пути решения вопросов. Хорошо, Антон Робертович, еще один вопрос к вам. Дина уже говорила о том, что будут подводиться на форуме как раз итоги прохождения стажировок федеральных органов власти. Я правильно понимаю? Вот какова, на ваш взгляд, вот у молодых людей искренность и компетенция при прохождении вот этой стажировки? Нет ли просто желания зацепиться, попасть в теплое место? Или все-таки действительно люди приходят вполне серьезно служить Отечеству в этой ситуации? Знаете, я начал свой путь служения, я перейму, коллеги, это слово, с муниципальной службы, да, и в городе-герой Севастополе, но человек, когда находится в процессе служения, он понимает, что это не такое уж и теплое место, как вы сказали. На самом деле это большой кропотливый труд, это, безусловно, нас нельзя там охарактеризовать как людей, которые там не амбициозны или они честолюбивы. Безусловно, каждый из нас служит Отечеству для того, чтобы проявить себя, показать, на что ты способен, насколько ты эффективный управленец, насколько ты эффективный руководитель. И в этом есть нечто для себя, да, но то, какое количество времени, сил ты отдаешь служению, и сколько ты времени оставляешь для себя и для своих близких, поэтому, извините, тут я с вами не соглашусь. Что касается ребят, которые хотят работать и хотят добиваться, расти, и хотят заниматься государевой службой, безусловно, это возможность. И вот коллеги поднимали руку по участию в кадровому резерву. Он применяется во многих субъектах Российской Федерации, но задача в том числе и Министерства молодежи на местах в том, чтобы этот механизм действительно работал. И когда молодой человек проходит этот кадровый резерв, чтобы он получал такое предложение, чтобы для него организовывался этот социальный лифт, а человек унижали руку и не благодарили за участие в этом прекрасном мероприятии. Востребованности, да? То есть я делаю Что касательно федеральных органов государственной власти, примеры такие есть, и по большому счету это хорошая площадка и хорошая возможность и обновление крови для нас, для федералов, да, и для ребят, которые с горящими глазами и с большим желанием видят незашоренным взглядом проблемы и готовы их решать, и готовы посвящать этому свою жизнь, как я уже сказал. Конечно, такие люди нужны Отечеству, и, конечно, они будут иметь свое место в органах государственной власти, у меня даже нет сомнений. Хорошо, спасибо. Алла, сейчас вопрос к вам. Мы уже вспоминали этот проект антикоррупционной направленности. Республиканский проект «Не дать не взять», такой долгожитель. Давно он в республике реализуется. Он такой проверочный этап для общественников, да, которые через это проходят. Первые шаги, первый путь они там проходят. Что этот проект в себя включает с таким говорящим названием? Это системная работа. Мы ни в коем случае не ставим перед собой задачу поймать чиновника, посадить кого-то. У нас нет задачи, это самое основное. Не дружинники, которые ходят там? Нет. Да? Наша задача – это формирование негативного отношения к коррупции. Мы стараемся просвещать, мы рассказываем, что это за проблема, как с ней нужно бороться, что нужно делать, если вдруг ты все-таки с ней столкнулся. То есть это системная работа. Напомню, что в Татарстане она проводится и в муниципалитетах. У нас есть молодежные помощники глав по противодействию коррупции. Это работа, которая проводится в вузах. Сегодня в 17 университетах есть студенческие антикоррупционные комиссии, которые на одном языке со студентами, общаясь, как раз-таки доносят эти основные мысли, основную суть вообще антикоррупционного движения, антикоррупционного воспитания. И работу мы начинаем еще со школьных лет, когда мы в детских лагерях проводим в игровой форме различные мероприятия, квесты, квизы, потом уже со студентами и также и с работающей молодежью. То есть это вот такая сеть больших, крупных проектов, которые проводятся на протяжении всего года командой молодых ребят. А как вы оцениваете востребованность? То есть становится больше желающих познать, узнать, либо просто вы видите, как меняется поток молодых людей, и не более того? То есть, команда с каждым годом набирает обороты и, конечно же, масштабируется. То есть мы вот как раз-таки теперь и видим свою поддержку и в вузах, это целая сеть, и в муниципалитетах. То есть растет сама команда. И, конечно же, сами мероприятия меняют свой формат. Мы меняем креативность, подачу. Мы понимаем, что тема достаточно сложная для восприятия, тем более со школьных лет, с малых лет. И поэтому стараемся искать максимально интересные, креативные формы. Да. Хорошо. У кого-то есть такая же практика вот, в регионах? Республиканская какая-то программа?
Так, Кирилл, Воронежская область. Угу. У нас нет программы, у нас это отдельная структура, которая называется антикоррупционный молодежный центр. Он у нас был создан не так давно, работает с марта 2019 года. Конечно же, при создании мы оперировались на большой опыт Республики Татарстан, опыт Ульяновской области. Сейчас у нас в структуру входит 9 представителей из 5 вузов. Конечно же, главная цель – это профилактика антикоррупции в молодежной среде. Работаем в основном со студентами. И опять же, вот, когда еще Кирилл был коллега, он говорил про важность социальных опросов. И мы свою работу тоже начали с того, что мы провели социальный опрос. Мы хотели выяснить, существует ли у нас действительно проблема коррупции или нет. И оказалось то, что существует. Потому что 62% опрошенных у нас сказали, что они сталкивались в своей жизни с коррупцией, а 54% сказали, что есть проблема в их вузах. И, соответственно, после этого мы создали план работы, проводили различные образовательные мероприятия в самих вузах, делали дискуссионные площадки, на которых могли обсуждать и разговаривать вообще, в принципе, как эту проблему, что с ней делать, как быть, какие мероприятия конкретные делать. И в этом году мы хотим расширить свою аудиторию дошкольников, тоже разработали несколько мероприятий, которые планируем реализовывать в этом году. Хорошо. Еще у кого есть подобный опыт? Ульяновская область, да? В Ульяновской области, конечно, этот опыт тоже пользуется большим спросом как от работающей молодежи, так и со школьников и студентов. У нас есть молодежный инициативный центр по противодействию коррупции. Свою активную деятельность он начинал еще в начале 2018 года. Мы понимали, что есть такие проблемы, но не понимали, каким образом мы можем их предотвратить. И пришли к тому, что мы тоже руководствовались опросом, мы понимали, что молодежь хочет включиться, но не знает, каким образом она это может сделать. И пришли к тому, что, например, в вузах, даже если мы обращаемся к их практике, то достаточно сложно рассказать об этом студентам, потому что очень часто это идет именно в негативную окраску. И очень часто, когда мы проводим какие-то мероприятия, форумы и тому подобное, самые разные направления, мы не говорим, что коррупция – это плохо, не нужно забывать о том, что этих людей нужно пресекать и тому подобное. Мы приходим к тому, что мы устанавливаем какие-то антикоррупционные треки на веревочных курсах в опорных вузах региона. Либо мы проводим какие-то интеллектуальные квизы, но там обязательно есть какой-то блок, какое-то направление, именно касающееся антикоррупционной направленности. И таким образом в совокупности мы не говорим о том, что коррупция – это плохо. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый молодой человек, оставшись наедине сам с собой, посидел и понял, что действительно почему так, и конкретно я сейчас могу это изменить. И таким образом как-то сейчас работа начинает выстраиваться в единую картину, и мы понимаем, что в начале 2018 года у нас там было, наверное, от 15 человек мы начали активно работать. Сейчас эти люди уже приближаются к нескольким сотням, и опыт действительно очень хороший, который замечен не только на региональном, но и на федеральном уровне. Ну что, круто, поздравляем. То есть все эти движения идут. Я не знаю, как вам. Мне все-таки человек летел 15 часов, да? Вот да. Сидит там, Чукотку хочу вот услышать. У вас что у вас там вот такого есть хорошего, на что мы тоже можем равняться? Что интересно? На самом деле в Чукотском автономном округе противодействие коррупции ведется компетентными органами. И молодежное правительство выступает в качестве консультанта на данный момент. И на этом форуме я стараюсь выбрать как можно больше актуальных и применимых в нашем регионе проектов различных, которые были предложены. И за что хочу сказать огромное спасибо, что есть такие форумы, есть такие площадки, где можно поделиться вживую опытом, а не где-то на просторах сети. Вот, то есть все вживую. Хорошо, спасибо. Так, сейчас я знаю, что студенчество, мы уже говорили, что такая активная пора в нашей жизни. У нас в каждом институте, университете созданы студенческие антикоррупционные советы. Если я не ошибаюсь, у нас в студии должен быть Амир Ахметов, да, председатель студенческой антикоррупционной комиссии Казанского медуниверситета. Вот идут к вам студенты? Вот насколько это востребовано? Вот регионы говорят, что востребовано идут, увеличивается количество людей в этих центрах молодежных антикоррупционных. А к вам с чем идут? И почему идут? Здравствуйте. Да, действительно, эта проблема
она как таковая существует, и существует она не только где-то в частности, а в общем она существует в стране. Но если говорить конкретно о нашем Казанском государственном медицинском университете, мы свою работу начали порядка 3 лет тому назад, и за это время добились очень хороших результатов при работе со студентами. Мы поняли то, что необходим какой-то молодежный формат, действительно, как коллеги подчеркивали. Мы используем современные методы, это различные интерактивные мероприятия, квизы, это кейс-задачи, это что, где, когда на вопросы о коррупции. То есть мы рассказываем студентам о том, что такое коррупция, что делать, если вы с ней столкнетесь, и как с ней бороться. И действительно, этот вопрос очень востребован. Студенты, к которым мы приходим с нашими мероприятиями, они действительно хотят знать больше. И мы работаем также и в социальных сетях, и просвещаем студентов не только при помощи наших мероприятий, но и онлайн. Хорошо, спасибо, Амир. У нас близимся к завершению, поэтому хочется проговорить еще о цифровизации, да, которая как раз один из барьеров и препятствий на пути коррупции. В Татарстане уже 12 лет действует такая государственная информационная система «Народный контроль». То есть жители могут отправить сообщение, пожаловаться, поставить оценку, проконтролировать. Это и благоустройство, благоприятная среда и так далее, и так далее. Ревия Бездердину. Ну вот реализуется у нас около 12 лет. Некоторые регионы взяли на вооружение эту программу. Почему все-таки не очень готовы все остальные? И уже на форуме звучал ряд инициатив на эту тему, да, о цифровизации, о создании мобильных приложений по контролю жителями над органами власти. Да, на самом деле, действительно, вот это уникальный проект, который в Республике Татарстан реализован, и каждый человек может обратиться со своей проблемой и получит, естественно, ответ на свои вопросы, жалобы. И вот на тот вопрос, отвечая на тот вопрос, почему все-таки не транслируется вот, опыт Республики Татарстан на другие регионы, я думаю, что вот сегодня у нас присутствует здесь 75 регионов, и каждый они такой опыт получат, и, естественно, будут транслировать у себя в регионе. Мы готовы оказать вам содействие в ее реализации, поэтому думаю, что данный проект, он очень интересный, народом поддерживается. И в свою очередь прошу вот здесь всех сидящих все-таки поделиться своим опытом, чтобы наши ребята тоже получили некий опыт других регионов, потому что эту работу мы можем только вместе совместно провести. Поэтому я жду от вас новых проектов, новых идей. Предложений, да? Да. Хорошо, Ревия Бездердину. И такой последний завершающий вопрос для гостей, для участников. В любом порядке, что называется, мы отвечаем. Все-таки, на ваш взгляд, после такого форума молодежная волна сможет смыть коррупцию? Какое мнение после этого форума? Ну, форум действительно дает много возможностей. Конечно же, не за один месяц, не за один год, не по щелчку все это произойдет, но для нас очень важно, что вопрос справедливости в решениях и в прозрачности госуслуг, в том числе, это запрос не который мы навязываем молодежи, а который звучит от молодежной аудитории на сегодняшний день. Антон Робертович, ваше мнение? Ну, я скажу, наверное, в том же контексте, но самое главное, что проблема не замалчивается, да, и то, что эта проблематика существует, ее нужно решать, это безусловно, да, это подтверждают региональные и федеральные органы государственной власти. А самое главное, что мы идем по этому пути. Дорога покоряется идущему, вода точит камень, и все это, естественно, процесс. Да, мы, к сожалению, не можем это по щелчку пальцев решить. И как коллега правильно сказал о том, что это болезнь, которую нельзя вылечить путем принятия одной таблетки или даже целого способа средств медикаментов. Это путь, по которому мы идем, и я уверен, что общими усилиями, с усилиями вот этих молодых ребят, которые приехали в Татарстан для того, чтобы потратить свое время, вложить свою душу и желание в решение этой проблемы, мы ее обязательно преодолеем. Дина, если можно, достаточно емко, да.
У меня есть несколько мыслей. Первое. Государство отдельно и самостоятельно, да, но гораздо дольше, чем если с включением гражданского общества, средств массовой информации и, конечно же, молодежи. По результатам мы обязательно объединим все те практики, которые были в регионах, выпустим сборник, обязательно создадим наш совет антикоррупционный при Ассоциации молодежных правительств и будем продолжать реализовывать все эти проекты при поддержке Министерства дел молодежи, Республики Татарстан. Спасибо большое, Росмолодежь. И, конечно же, я думаю, что будут видимые результаты, и надеюсь, что уже через год мы сможем о них отчитаться и рассказать. Ну, это отлично. Так что в ожидании следующего Всероссийского молодежного антикоррупционного форума под номером 2. Большое спасибо всем участникам за то, что приняли участие в нашей программе. Прощаемся с вами. Трибуна Нового века желает вам всем крепкого здоровья, потому что тема коронавируса сегодня так же актуальна, как и коррупция. Поэтому всем хорошо добраться до дома, завершить работу и внедрить все свои предложения и идеи уже на местах. Удачи, спасибо, всего доброго.